Вы смотрите новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко и коротко о главном в этом выпуске. Илдархан во время поездки в Верхневилюйский район вручил ключи новоселам трехэтажного многоквартирного дома, построенного по республиканской адресной программе. Республиканский волонтерский корпус в рамках проекта «Мы вместе» усилит работу по доставке лекарств амбулаторным больным, оказанию помощи маломобильным гражданам и лицам старше 60. В связи с ростом заражения ковид среди жителей столицы региона на заседании комиссии были приняты меры по сдерживанию числа заболевших. Большой колл-центр для приема звонков по горячей линии 122 развернули в Якутске. Граждане могут обращаться по вопросам, связанным с коронавирусом, вакцинацией и ревакцинацией. Сегодня работу центра проверил глава республики Айсен Николаев. Сейчас на месте работает наш корреспондент Мадина Халикова. Мадина, здравствуй. Расскажи, налажена ли работа операторов и как оценил глава региона создание колл-центра. Здравствуй, Иван. Да, мы действительно сейчас находимся в колл-центре, который организовали на базе ресурсного центра Якутска. Здесь работают более 50 человек, организованы вот такие кабинки. Соблюдены все меры безопасности, потому что каждый человек сидит отдельно друг от друга, соблюдена социальная дистанция, на входе раздают маски, перчатки, это обязательное требование. Все эти люди прошли обучение, чтобы работать в этом колл-центре, принимать звонки, связанные с ковидом. Очень много звонков, только за сегодня это более 3000 обращений принятых. Непринятые звонки тоже есть, но их перенаправляют и для ожидания также перезванивают. Работает именно этот колл-центр с 9 утра до 6 вечера. Круглосуточно работает колл-центр Минздрава. Но и этот колл-центр тоже собираются переводить на круглосуточный режим. Пока, конечно, он только открылся. Сегодня его посмотрел глава нашей республики Айсен Николаев. Он узнал, как работает колл-центр, дал ряд поручений, которые наверняка очень скоро будут исполнены. Ну, а также поблагодарил людей, которые взяли на себя ответственность и принимают эти звонки. Кстати, среднее время ожидания – это около 5 минут. Самый длительный период ожидания был около 19 минут. Но вообще о том, как работает этот колл-центр, нам рассказала его руководитель Мария Шадрина. Давайте ее послушаем. На данный момент мы работаем не круглосуточно, потому что мы запустились в централизованном виде только второй день. Мы работаем с 8 утра до 18 часов. Планируем непосредственно, конечно, увеличивать график работы, потому что людям нужна все-таки круглосуточная поддержка и помощь, и консультация. Поэтому, конечно, в планах ближайших увеличение графика работы до круглосуточного. Как рассказала заместитель руководителя оперативного штаба Ольга Балапкина, этот колл-центр будет работать по мере необходимости. Его будут либо доукомплектовывать и увеличивать, либо свернут с тем, когда наладится эпидобстановка в нашей республике. Я хочу напомнить, что на сегодняшний день выявленных случаев уже стало более 1000, поэтому необходимость в таком колл-центре, конечно, очень высокая. На этом у меня пока вся информация. Об остальном расскажем в следующих выпусках новостей. Иван. Мадина, я тебя благодарю. Напомню, из колл-центра для приема звонков по горячей линии 122, которую развернули в Якутске, была наш корреспондент Мадина Халикова. Республиканский волонтерский корпус в рамках проекта «Мы вместе» усилит работу по доставке лекарств амбулаторным больным, оказанию помощи маломобильным гражданам и лицам старше 60. Автоволонтеров привлекут для развозки медицинских работников. Данное решение приняли на совещании у заместителя председателя правительства Якутии Ольги Балапкиной. Так, волонтеры будут помогать в колл-центрах медицинских организаций. Волонтеры-учителя возобновят репетиторские занятия. Аниматоры организуют досуг детям медицинских работников и сотрудников правоохранительных органов, занятых на работе в период ограничительных мер. Перейдем к эпидобстановке. На 22 января выявлено 1003 новых случая коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 782 случая, в Мегино-Кангаласском районе 57, в Мирнинском 24 заболевших, в Алданском районе 22, в Хангаласском 20 случаев. Нерюнгринский район, там 19 заболевших, Горный 15 человек, Усть-Алданский район 12 случаев. Еще в 10 районах от 2 до 10 заболевших.
В связи с ростом заражения ковид среди жителей столицы региона сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска были приняты меры по сдерживанию числа заболевших. Начиная уже с понедельника и вторника еженедельно будут закрываться все торговые центры и предприятия, а также магазины и рынки. Все они будут включены в единый график и либо по понедельникам, либо по вторникам будут закрываться на общую дезинфекцию. Что касается крупных торговых центров, то их будут дезинфицировать после наплыва посетителей в выходные в первый будний день каждую неделю. Также с завтрашнего дня все управляющие компании и товарищества собственников жилья будут обязаны проводить дезинфекцию мест общего пользования всех многоквартирных домов, которые находятся у них на обслуживании, также раз в неделю. Глава города Евгений Григорьев попросил горожан бдительно отнестись к этой работе и запросить у своих управляющих компаний день дезинфекции их подъезда, чтобы в дальнейшем контролировать санитарную работу и свою безопасность. Также мэр сообщил, что полностью приостанавливают свою деятельность все аттракционы, детские развлекательные центры, а фудкорты в торгово-развлекательных комплексах могут работать только на вынос. Сокращается и время работы предприятий общепита. Теперь они могут принимать посетителей с 6 утра до 11 вечера. По общественному транспорту проводится усиленная дезинфекция, и, значит, идет активная работа по увеличению количества автобусов. Но нужно понимать, что, значит, и водители тоже болеют, поэтому все водители, которые высвобождаются, резерв появляется из других подразделений, выводится на линию для осуществления общественного транспорта. Поэтому прошу всех соблюдать все меры, которые сегодня предписаны Роспотребнадзором и указом главы республики. Значит, и наша задача сдержать рост заболеваемости. Для этого ответственность каждого – это в первую очередь вакцинация. Также принято решение о переводе учащихся всех школ с 1 по 11 классы на дистанционную форму обучения с 24 по 31 января в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По информации Управления Роспотребнадзора по республике, ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ остается напряженной. Регистрируется рост количества заболевших детей школьного возраста. Также временно приостанавливается работа кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий в общеобразовательных организациях, также с 1 по 11 классы. В период ограничительных мероприятий в школах будут проведены генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств. В школах продолжится профилактическая работа с родителями по ограничению посещения детьми мест массового пребывания людей, в том числе кинотеатров, спортивных залов, объектов торговли и общественного питания. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на коронавирус. Поручение касается обоснованности стоимости ПЦР-исследований на наличие COVID-19. Срок исполнения поручения – 1 февраля. Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением штамма омикрон и подготовки системы здравоохранения для помощи заразившихся коронавирусом. Этот документ обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19, которое состоялось 18 января. Контролировать исполнение мер поручено руководителям регионов. И к другим темам. Илдархан во время поездки в Верхневилюйский район вручил ключи новоселам трехэтажного многоквартирного дома, построенного по республиканской адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда нацпроекта «Жилье и городская среда». В новый дом заселятся 28 счастливых семей. Сегодня получили свои ключи 6 хозяев. Глава республики Айсен Николаев сердечно поздравил жильцов и в торжественной обстановке вместе с главой Верхневилюйского улуса Владимиром Паскочиным вручил ключи от квартир. Новостройку возвели на улице имени Исидора Барахова. Внешний вид дома индивидуален, украшен якутскими узорами. Все квартиры сданы под ключ. Глава Якутии напомнил, что регион получает самый большой объем финансирования на программу переселения граждан из аварийного жилья, которая работает не только в городах, но и в районах республики. В этом году по этой программе в Якутии намерены переселить свыше 25 тысяч человек из 461 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Довольно очень. Большое спасибо всем. Поздравляю Арсения Сергеевича с юбилеем. Желаю удачи. Большое спасибо за все.
Также глава региона провел в Верхневилюйске совещание по подготовке к 15-му юбилейному ЭСЭХу Аланхо, который пройдет в июне этого года. Айсен Николаев подчеркнул, что большой национальный праздник в юбилейном для республики году должен пройти на очень высоком уровне. Он отметил, что подготовка велась планомерно, были решены вопросы финансирования и многие организационные моменты. В данный момент работа идет по окончательной достройке и ремонту объектов для ЭСЭХа и планированию культурной программы. Принято решение, что в рамках ЭСЭХа Аланхо мы впервые проведем фестиваль шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо именно в период проведения ЭСЭХа Аланхо. Раньше это обычно проводилось в период игр Дети Азии. И, конечно же, то, что ЭСЭХ Аланхо наш будет проходить в год культурного наследия народов России, который объявлен президентом страны в 2022 году в нашей стране, тоже носит свой символизм. И, конечно, через проведение на высоком уровне нашего ЭСЭХ Аланхо мы должны и наш эпос, и наш национальный праздник, который давно уже стал праздником всех народов, населяющих Якутию, ЭСЭХ, мы должны представить его, конечно, и всей нашей великой стране России, ну и всему мировому сообществу. Тем временем в Оямиконе прошел 3-й зимний марафонский пробег «Полюс холода», участниками которого на разных дистанциях стали порядка 70 бегунов, как любителей, так и профессионалов. Стоит особо отметить, что среди бегунов-экстремалов есть участники из зарубежья, Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов. Спортсменов в пути сопровождали сотрудники медицинской помощи. Отметим, что сегодня в Оямиконе зафиксирована температура минус 53 градуса. И как стало известно нашему телеканалу, чемпионом марафона на 42 километра стал Василий Лукин из Чурапчи, пробежавший его за 3 часа 22 минуты. Среди женщин марафон выиграла Марина Седалищева. Молодец, красавчик. Ну а что касается погоды в столице, сегодня, 22 января, в городе Якутске небольшой снег, ветер переменный, температура воздуха минус 28-30 градусов, а атмосферное давление составляет 763 миллиметра ртутного столба. К этому часу все. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.